Добрый вечер, дорогие гости, уважаемые зрители. Государственный музыкальный колледж имени Михаила Ивановича Глинки приветствует вас. Сегодня для вас играют лауреаты республиканских и международных конкурсов, обладатели поощрений специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. На сцене лауреат международных и республиканских конкурсов, оркестр белорусских народных инструментов, художественный руководитель Владимир Михайлович Черников. Геронимо Хименес, интермедия из Сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонсо».
Рутгер Солтон. Вальс из оперы «Дикое полевание короля Стаха». Концертная ария Айшина. Солистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Валерия Горбаченок. Класс преподавателя Ольги Александровны Косаревой.
молодые таланты. И это не случайно. Наши талантливые, устремленные к вершинам мастерства ребята ежегодно становятся победителями престижных городских, республиканских, международных конкурсов в Республике Беларусь, Российской Федерации, Украине, Молдове, Испании, Франции, Голландии, Латвии и Литве, Словении и Эстонии, Польше, Австралии и даже Китае. Исключительно за прошлый год 180 учащихся нашего колледжа выиграли 90 городских, республиканских и международных конкурсов. Лауреатами ребята становятся не только сольно, но и в составе ансамблей, оркестровых и хоровых коллективов. Выступления оркестров и хоров, ансамблей и солистов Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки стали украшением многих ярких проектов. Музыкальные вечера у ратуши, хоровое вече, за духовное возрождение и многие другие. Один из таких ансамблей мы приглашаем на нашу сцену. Итак, лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель поощрительной премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ансамбль скрипачей «Каприз». Художественный руководитель Галина Евгеньевна Аравей, концертмейстер Инна Безгин. Владимир Дорохин, элегия.
Александр Скрябин. Этюд опус 8 номер 12. Патетический. Исполняет лауреат международных конкурсов Анна Кольцова. Класс преподавателя Елены Сергеевны Осташкиной-Мысливчик. Особой гордостью для колледжа стала триумфальная победа наших учащихся в 9-м республиканском открытом конкурсе исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Иосифовича Жиновича. В напряженной борьбе ребята завоевали 11 наград, а в 4 из 6 номинаций стали лауреатами первой степени и гран-при. Один из победителей этого творческого состязания готов выйти на сцену. Лауреат республиканских и международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь Алексей Альшевский, класс преподавателя Сергея Александровича Туковского, концертмейстер, дипломант республиканских и международных конкурсов Светлана Ермилина. Александр Шалов. Эх, сыпь, Семен!
приглашается лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель гранта и звания дипломанта специального фонда президента Республики Беларусь, ансамбль цимбалистов «Золотая струна». Художественный руководитель Анна Станиславовна Полисова, концертмейстер Ирина Лукьянова. Андрей Шпинев, композиция на белорусскую тему «Я табун стерагу».
сохранить, приумножить и передать молодому поколению свою самобытную культуру. Изучение белорусского фольклора и бережное сохранение истории – вот те высокие цели, которые реализуются благодаря учащимся, выбравшим для себя специальность «Народный хор». Сегодня для вас звучит белорусская народная песня «Пойду на речку» в исполнении лауреата международных конкурсов, обладателя поощрительной премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, народного хора «Блисковица», художественный руководитель Анна Борисовна Миловидова. Встречайте. Неотъемлемой частью современного облика Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, наряду с академическим и народными направлениями, является самая молодая специальность – искусство эстрады. Именно здесь занимаются ребята, для которых джазовая и эстрадная музыка стали неотъемлемой частью их жизни. И это неудивительно, ведь среди выпускников нашего колледжа столько легендарных имен. Михаил Финберг, Эдуард Ханок, Эдуард Зарицкий, Ярослав Евдокимов, Яков Науменко, Виктор Вуячич и многие другие. Для вас звучит Кенни Джи «Люблю тебя». Исполняет Павел Соснок, саксофон, класс преподавателя, лауреата 5-го всесоюзного конкурса артистов эстрады Владимира Моисеевича Фильгина.
место занимает творчество белорусских композиторов. С особенной радостью мы работаем над сочинениями композиторов-современников, которые, в свою очередь, с удовольствием принимают участие в наших проектах, концертах и конкурсах. Например, «Свет рождественской звезды», музыка белорусских композиторов, молодежный оркестровый форум и многие другие. Продолжит программу нашего концерта сочинение белорусского композитора Александра Литвиновского «Таурус». На сцене лауреат международных конкурсов «Духовой оркестр», художественный руководитель Павел Иванович Казак. Встречайте.
наш концерт приближается к своему масштабному финалу, и, пожалуй, самое время обратиться к славным страницам истории нашего колледжа. Открытый в далеком 1924 году Минский музыкальный техникум без преувеличения можно назвать фундаментом национальной системы музыкального образования Белоруссии и профессионального музыкального исполнительства. Уже через 2 года после открытия техникума был создан первый творческий коллектив – симфонический оркестр, представивший публике серьезную программу – увертюру «Эгмонт» Людвига ван Бетховена и симфонию «До-мажор» Йозефа Гая. А еще через 2 года была представлена постановка оперы Шарля Гуно «Фауст» на белорусском языке. За ней опера «Русалка» Александра Доргомышского и «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. А в скором времени была открыта Белорусская государственная студия оперы и балета. Действительно, Минское музыкальное училище, получившее в 1957 году имя Михаила Ивановича Глинки, стало своеобразной колыбелью музыкальной деятельности, из которой выросли Белорусская государственная консерватория, Государственный театр оперы и балета БССР, Белорусская государственная хоровая капелла, симфонический оркестр при радиокомитете, позже ставший государственным симфоническим. И сегодня давние традиции достойно продолжают молодые музыканты-солисты, а также участники оркестров, ансамблей и хоров колледжа. Через мгновение на сцене появится лауреат международных конкурсов, симфонический оркестр колледжа, художественный руководитель Николай Владимирович Макаревич. Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Кориолан». На сцене лауреат международных конкурсов, симфонический оркестр колледжа, художественный руководитель Николай Владимирович Макаревич. Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Кориолан».
Франческо Челиа, ария Адрианы Лекуврер из одноименной оперы Адриана Лекуврер. Солистка, лауреат республиканских и международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Мария Шедловская, класс преподавателя Ольги Александровны Косаревой. На сцене концертный хор, лауреат республиканских и международных конкурсов, художественный руководитель Снитко Алексей Иванович. Смешанный хор, художественный руководитель Славинская Кира Николаевна. И симфонический оркестр, художественный руководитель Николай Владимирович Макаревич.
Михаил Глинка, слова Нестора Кукольника. Попутная песня. Игорь Лучинов. Слова Якова Колосова. «Мой родный путь» исполняют лауреаты республиканских и международных конкурсов. Симфонический оркестр колледжа, художественный руководитель Николай Владимирович Макаревич. Концертный хор, художественный руководитель Алексей Иванович Снитко. Смешанный хор, художественный руководитель Кира Николаевна Славинская. И женский хор «Мелодика», художественный руководитель Ольга Эдуардовна Крипец. Oh
студии Валерия Горбаченок и Виталий Дубовик. и самые талантливые ребята и преподаватели нашего колледжа